Новые законы, выплаты и правила – все это появилось в социальной сфере региона с началом этого года. Сегодня министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова рассказала журналистам, какие изменения ждут жителей Чувашии. В этом году прожиточный минимум увеличился на 1607 рублей и составил 12 363 рубля. Проиндексировали и зарплаты. С 1 января оклады бюджетников повысились на 6%. Такой указ подписал сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Также будут и проиндексированы социальные выплаты, которые установлены в твердой денежной сумме. Есть выплаты, которые у нас зависят от прожиточного минимума, есть твердая денежная сумма. Это, например, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные выплаты сельским специалистам и выплаты на детей, которые воспитываются в семьях опекунами. Эти размеры будут также проиндексированы с 1 февраля. Также с начала года вступил в силу закон о едином пособии на детей и беременных женщин. Оно объединяет 6 мер поддержки. Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям с невысокими доходами и детьми в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Кроме того, с 1 января свою работу начал Социальный фонд России. Он объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По словам министра труда и социальной защиты Чувашии, это упростит процедуры выплат. Если ранее человек за получением пенсии по инвалидности обращался сначала в Пенсионный фонд, а за техническими средствами реабилитации ему приходилось идти в Фонд социального страхования, то сейчас он все формы поддержки, которые ему положены, будет получать по принципу одного окна в формате одного заявления.